Хунны и древние кыргызы это были тоже части одного народа. Просто алтайский и кыргызский язык это практически один язык. Кыргызы, самое главное, не потеряли свои хорошие качества. У нас имя Манаш сохранилось. Какие племена самые яркие? Когда нас, немцев, нас, европейцев еще не было. Вот это сила кыргызского народа, кыргызского духа. Түркүндөш, түркүны, родственники было. Интересно. Какая чужбина? Саха это джака, кыргызов уважают. Друзья, пока вы смотрите этот выпуск, пожалуйста, прошу вас, поставьте лайк под этим видео, оставьте любой комментарий для продвижения, а также подпишитесь для нас. Это единственная форма поддержки, которая помогает нам продолжать делать эти выпуски далее. Спасибо большое. Сегодня мы беседуем с почетным гражданином Республики Алтай, Таласской области, с поэтом, академиком, востоковедом, алтаистом широкого профиля и тюркологом Боронтой Жанабек Улы или Жанабек Улу. Жанабек Улы по-алтайски. Да. Или по-русски Боронтой Будюров. Нет, Бронтой Янгович. Бронтой Янгович. Спасибо большое, что согласились на интервью. И самый первый вопрос. Скажите, когда начался ваш интерес к кыргызскому народу и Кыргызстану? Бывают народы и люди, с которыми я как будто и не знакомился, как будто они всегда были со мной. Я помню, мне было, видимо, уже где-то 8-10 лет, когда к нам в гости, к моему отцу, фронтовику, приехал его племянник, тоже бывший военный, они тогда, это ж те годы были. Он побывал в Кыргызстане, естественно, они приезжали, к отцу там докладывались, рассказывали, и привез 3 книги, 3 тома. «Манас», это было издание «Манаса», очень большое, видимо, было в версии знаменитого Манасши. И я это открывал, естественно, отцу оставили, подарил нашей семье, дядя уехал. Вот, и я стал открывать, конечно. Раз я читал, уже понимал, значит, мне было не 7 лет, 8 лет где-то, 8-9 лет. И вот я удивился, что как будто это написано на нашем родном алтайском языке. Я понимал многие там строчки абсолютно одинаково по-алтайски, и орфографически, и так далее. Тогда эти вещи я не знал. А местами как-то по-другому звучит. Тоже было непонятно. Это, я же еще не понимал, что это другой язык, или удалившийся язык. А с годами я стал понимать, что наш язык, уже став в эти годы и в предыдущие, я стал понимать к середине своего возраста, что алтайский и кыргызский язык – это практически один язык. Только разные наречия, разные версии в силу того, что мы не живем уже рядом ежедневно друг с другом, как в Средней Азии, да? И тем не менее поразительно, что языки настолько схожи. В 1977 году, когда я познакомился, переделка на Доме творчества писателей, я там, будучи аспирантом, жил. Летом, в июле месяце приехал Чингиз Айтматов, он там работал в это время, как раз вот свой знаменитый роман «Буранный полустанок» готовил, он ни с кем не общался и не якшался. Вот, поскольку прозаик, они неговорливые люди, он и меня с ним познакомил другой выдающийся великий наш поэт балкарский Кайсын Кулиев, он подвел меня, говорит, я вот старый Чингиз, а вы моложе, я хочу тебе представить Бронтоя, вот он наш алтайский брат. Общайтесь дальше, там, друг друга поддерживайте и так далее. И в это же время мне из Америки, из Индианского университета прислали 2 тома образцов народной литературы тюркских племен Южной Сибири и Дзунгарской степи. Это было переиздание спустя лет Индианским университетом, который эти старинные книги выпускал. И я читал, 1-й том был алтайский, 2-й том был хакасский. Тогда, конечно, хакасами их не называли, называли абаканскими татарами. А нас там называли алтайский татар, но это было тогда в царской России общее наименование всех народов. Это был, вместо тюрков они называли татарами тогда. И вот я показал Чингизу Айтматову. Чингиз Айтматов, так же, как я, маленьким, он так даже шевеля губами стал вчитываться. Вот этот старинный текст, а это была книга, издана в 1866 году в Петербурге, одновременно на языке оригинала, то есть на алтайском, на разных наших этих наречиях, и
на немецком языке, поскольку Радлов был немец, он будущий академик был, и вот он начинал свою эту знаменитую серию из 10 томов. Первый том оказался алтайским. Айтматов, читая, вот так говорит: так это же наш старинный же кыргызский язык. Он тоже с удивлением, до этого он алтайский текст не читал, хотя в это время уже Чингиз Айтматов был всемирно известный. На алтайский язык перевели вот Джамилю, там повестью «Горы степей». И наши алтайские читатели, простые люди, удивлялись. Говорят, откуда, из какого аймака этот наш писатель Айтматов? Они думали, что он алтайский писатель. Вот такая была близость. Вот я, так сказать, ребенком это понимал, и он уже, знаменитый писатель, тоже вот так воспринимал. Вы рассказывали еще про словарь, что вы пользовались словарем, да, кыргызским? Да. Еще в советское время. Да, сейчас много словарей, конечно, вышло за это время. Мне, когда я впервые приехал к вам, подарили кыргызско-русский словарь. Я мечтал этот словарь получить, но мне там один писатель, тоже из нашего рода Уру, как у кыргызов, Мундус. Мундус, или Сёк у вас говорят, да? Да, у нас Сёк, но Уру, Сёк, вот. Он мне подарил вот этот бесценный словарь, юдахинский. Кыргызско-русский словарь. Он действительно был бесценный, и я до сих пор ценю этот словарь и часто пользуюсь. Потому что полноценного алтайского словаря современного языка, я писатель, сам понимаю, у нас полноценного алтайского словаря после Радлова до сих пор не издано, с 19 века. Все эти наши словари усеченные, там мало слов, и когда мне надо какие-то слова, я вижу 85% как минимум 1 к 1 все алтайские. То, что нету в алтайских словарях, я в этом словаре нахожу. И юдахинский словарь ценен тем, что там указано, какие слова, допустим, арабский вошли в кыргызский язык с арабского, с иранского языка. И там я, когда это начал читать, я увидел, насколько чистым остался кыргызский язык, за истекшие там 1000 с лишним лет. Когда они никаких арабов, древних кыргызы еще не знали, никаких иранцев они не знали. А вот потом они эти слова вошли, и видно, что кыргызский язык наиболее вот между тюркских языков как раз такой серединный язык бы я назвал, по отношению к западным тюркским языкам, где очень много, естественно, чуждой лексики. Вот пример Ататюрка, как он очистил османский турецкий язык. Все равно осталось, потому что это 1000 лет вот, влияния. А кыргызский язык, он такой чистый, потому что с алтайским 1 к 1. А мы-то не подвергались влиянию ни арабов, ни иранцев. Поэтому в этом отношении очень полезно было бы эти словари нам вообще переиздать. Наши тюркологи плохо работают. Раньше как-то вот односторонне, вот кыргызско-русский, алтайско-русский, а надо уже такие промежуточные, сказать, алтайско-русско-русский, алтайско-кыргызско-русский словарь, алтайско, скажем, кыргызский или тувинский словарь, алтайско-кыргызско-балкарский словарь, карачаевский словарь. То тогда мы будем видеть, где у нас корни общие, где мы постепенно расходимся, как ветви деревья. Вот, корни возвращаясь к нашим корням. Да. Мы находимся сейчас на Алтае, это родина кыргызов, родина Манаса. Да. Скажите, пожалуйста, с какого момента мы знаем о пребывании кыргызов на этой территории? Кыргызы жили здесь вечно. С момента образования кыргызского народа, а мы знаем из истории по древним ханьским, китайским источникам, прежде всего, потом уже на других языках, что кыргызы были до нашей эры. Уже во времена хунскую эпоху, я вообще сейчас склонен считать, что хунны и древние кыргызы это были тоже части одного народа, просто жили друг от друга далеко, и со временем у ученых и у народов сложилось впечатление, что это были разные народы. На самом деле это один и тот же был народ, так же как, понимаете, ну вот местами там где-то там была разница в говоре, как и сейчас. В разных областях, в разных районах уже есть свои особенности в одном и том же языке. То же самое. Поэтому вот кыргызский язык на территории Алтая, Алтаем сейчас мы называем Южная Сибирь,
Тогда понятия Южная Сибирь не было, понятия енисейские кыргызы не было. Если бы кыргызам того времени сказать, что вы енисейские кыргызы, они удивились были. И если бы им сказали сибирские кыргызы, они сказали, нет, мы на Алтае живем, для кыргызов. И вся эта территория, где они жили от Иртыша до Байкала, это все была кыргызская территория. Половина Монголии, я не претендую на Восточную Монголию, но вот от Хангая до Алтая, вот, она была населяема кыргызами. А в какой момент мы достигли такого цивилизационного пика, назовем это кыргызским каганатом, да, когда территория охватывала там более 6,5 миллионов километров? Что можно сказать об этом периоде? Ну, это был великий период в истории кыргызского народа, но это был не первый. До кыргызского каганата еще был уйгурский каганат. Опять с уйгурами, кыргызами, это же все родственно. Там династии менялись. Основное население, вот, оно было как бы родственным друг другу. Там называют первый тюркский каганат, второй тюркский каганат, уйгурский, кыргызский. Это один и тот же народ был. Только династия менялась. И когда кыргызский народ, ну, скажем, сегодня 21 век у нас, это 1200 примерно лет, да, назад. Кыргызский каганат возник. Вот в результате войны с древними уйгурами, не с нынешними, конечно, а с древними уйгурами, которые тоже были очень близки к кыргызам. Надо заметить, что именно уйгуры и кыргызы из тех древних народов по сей день сохранили свои имена, свою культуру, свои особенности. Это очень важно, потому что другие народы были, но они сошли с исторической сцены или имена поменяли, другие сочетания. Вот это тоже надо помнить. И, ну, там была вот верхушка, династия поменялась, как у государства бывает. И центром тогдашнего великого кыргызского каганата была территория северо-восточной части. По отношению к нам мы сидим здесь в Центральном Алтае, а Республика Алтай – это Центральный Алтай в отношении горной алтайской страны. И северо-восточной части, где Россия граничит, Алтай граничит с Тувинской республикой и с Монголией, там был центр. Это сейчас этот город называется Улангом по-монгольски. Это центр монгольского Упсунурского аймака. Упсунур – это озеро, естественно, в те времена оно называлось по-кыргызски, сейчас по-монгольски Упсунур. Это озеро. И дальше рядом есть озеро Кыргызнор, по-монгольски, Кыргызкули. Вот, Кыргызкули, ну, чуть меньше Исыкуля. Вот там был центр Улангом. На месте Улангома еще наши ни монгольские, ни кыргызские археологи не приступили. Я им говорил, археологи, надо вам, пока не поздно, а то сейчас очень много соблазнов, придут другие люди. Надо вот там произвести раскопки, и можно найти вот это древние реалии кыргызской столицы того времени. Вот. На каком языке и какой письменностью пользовались в то время кыргызы? Ну, кыргызы пользовались своей письменностью. Я несколько лет назад, в 18 году или 19, там уже дважды выступал на конференциях и сказал, хватит нам унижаться. Ну, понятно, что немецкие ученые приехали, увидели письмена на этих эпитафии на скалах возле Енисея, и они условно назвали енисейская письменность. А рядом стояли как раз потомки древних кыргызов, хакасы. Ну, немецкий ученый не мог поверить, неужели эти люди, эти отсталые люди тогда, сибиряки, неужели эти отсталые люди имели письменность, когда нас, немцев, нас, европейцев, еще не было. Понимаете? Но они не понимали законы диалектики, что бывают периоды подъема, периоды упадка, прилива, отлива, что эти люди в то время имели серьезную цивилизацию, потому что до строительства Великой Китайской стены движение народов шло с севера на юг, туда, Китай. Вот, китайцы, обороняясь, потом построили в течение там 300 лет Великую Китайскую стену, значит, в Сибири тогда уже проживало большое население. Если они сумели построить там огромные курганы, если вы увидите на территории Хакасии огромные курганы, а там Хакасия в основном степная территория,
до ближайших гор 40-50 километров, никаких КАМАЗов, никаких самосвалов не было. Как они могли, я поражаюсь сам по сей день, как они могли там 10-5-тонные блоки каменные притащить туда, чтобы соорудить могилы своим ханам, своим старейшинам. Значит, их было много. Их было много, и у них какие-то были вот способы. Это вот погибшие цивилизации. Потом, конечно, деградировали, ушли там. Бывает этот период. Вот это показатель. И на территории Тувы вот открытие последних этих десятилетий. И у нас на Алтае с 19 века. И особенно 30-е, 40-е годы были сделаны мирового значения археологическое открытие. Вот по ним мы можем судить, какая у нас была цивилизация, какая была государственность, какой был уровень. Поэтому нам сейчас не надо называть свою письменность речным словом, енисейской. Это была кыргызская письменность. Вот то, что мы называем рунической письменностью, а европейские ученые назвали рунической, потому что они им напоминали скандинавские руны. На самом деле это была наша собственная письменность, не взятая из Ближнего Востока, как все туда пытались ученые европоцентристского плана туда переносить. Вторая письменность, второй период, когда они нашли письмена и эпитафии на берегу Орхона, это приток Селенги, который основной подает Байкал, Селенга, собирая все реки Центральной и Восточной Монголии, они назвали его тюркской. А тюркские это были алтайские тюрки. Вот опять же. И поэтому я сказал, что мы должны сейчас, наши тюркологи, наши ученые, должны называть эту письменность кыргызско-тюркской письменностью, нашей собственной. Вот они пользовались этой письменностью. В IX веке они писали именно на этом, а письменность эта возникла задолго. Знаменитые наши востоковеды знали, что у гуннов, у хунну тоже была письменность, но она якобы не дошла. Но я подозреваю, что просто наши ученые европейские не дошли до древних китайских архивов того периода. А она сохранилась, эта письменность, у древних китайцев. А поскольку у нас были перерывы государственные, тюрки они не знали о своих предках. Вот, они не знали, что у них была письменность. И когда умер Танюкух мудрый, когда умер Бельга-Каган и Культегин, вдруг табгачский император, китайские табгачи на самом деле были не китайцы, они были окитаевшиеся тюрки, опять-таки наши. Поэтому они с тюрками не воевали, они то воюют, то это, как у братьев бывает в семье. И вдруг император Табгачий отправляет своих художников. Подтверждение находится, что у хунна была письменность. В первом тюркском каганате была письменность, но они его не нашли. Они нашли письменность на сагдийском языке. Потому что многое же не сохранялось. Сохранилось только то, что было написано на вечном камне. Мюнкубичик, понимаете? Вот. А то, что было на коже, там, на других предметах, на бересте, это все не сохранилось. Время поглотило это. Вы сказали, что археологи находят большие, такие сенсационные происходят вещи за последние 10-15 лет. Да. О каких захоронениях мы можем говорить, которые являются значимыми для понимания кыргызской истории на территории Алтая? Ну, на территории Алтая я уже сказал. Вот эти археологические открытия, сделанные великими ленинградскими учеными, Руденко, Грязновым, они и относятся напрямую к кыргызскому каганату, к уйгурскому, к тюркскому каганату. Это общее, надо сейчас не разделять. Мы разделяем, это тоже вот это неправильно. Слово тюрк это на самом деле тюркындеш, тюркыны, родственники было. А в это время уже 1000 лет название кыргыз существовало. Просто те остатки гуннов, которые сохранились после падения государства Хунну, они в Турфанском оазисе сохранились у уйгуров, там женились с ними, тогда же не было ни телевидения, ни фотографий. Часть их скрылась в горах Алтая, часть сохранялась, а они там 150 лет прожив в этом оазисе, вышли оттуда
им было тесно в этом оазисе, они вышли на Алтай, пришли на Южный Алтай, и тут своих родственников встретили. Они, чтобы им было понятно, они говорят, в ханьской летописи написано, что они женились на турфанских женщинах. Что это означает? Это означает, что пришел военный гарнизон без женщин, они остались, дети. Значит, они вынуждены были жениться на турфанских женщинах. Это был другой народ. Естественно, вот, такого другого типа. Их, естественно, лица изменились. Поэтому, чтобы друг другу знать, они сказали, мы же ваши родичи. Сначала у них конфликт произошел, это в истории есть, а потом они объединились. Ну, один из самых интересных вопросов в этногенезе кыргызского народа – это истоки, особенно древний период. Да. И если брать анализы ДНК, то мы являемся прямыми потомками, скажем, там, арджанского захоронения, которое совпадает там, с нашей гаплогруппой. Да. То есть мы можем говорить, что мы являемся прямыми потомками скифско-сакской культуры, которая находилась в том числе на территории Алтая. Является ли это правдой, и можем ли мы говорить, что скифско-сакская культура является и кыргызской в том числе? Опять, как понимать скифско-сакскую культуру? Если смотреть с нашей точки зрения, с востока на запад, или с севера на юг, или оттуда, когда они смотрят, мы разные значения включаем. Сакское. Саки, понятное дело, саки были двух типов. Они были иранского происхождения, кочевые сакские, и были тюркские. То, что у кыргызов сохранились эти шапки, вот, колпаки, они упоминаются там. Значит, кыргызы не теряли свое одеяние, свою одежду, свой язык в течение всего этого времени. Вот из этого мы тоже, из этих деталей этнографических, видим подтверждение, что да, но слово скифо-сакское, скифов, настоящих скифов, как это Геродот написал, здесь у нас на кыргызской территории Алтая никогда не было. Это просто условный термин, надо понимать, не надо буквально понимать. Скифы, о которых Геродот пишет, они появились в Северном Причерноморье. Естественно, они не были исключительно иранского происхождения, как их пытались выдавать, то есть индоевропейские хотели. Тогда же вот это была ошибка. Сейчас, конечно, европейские ученые и американцы от этого отходят. Понимают, что надо шире смотреть. Что Геродот спокойно пишет, что чтобы общаться с ними, надо иметь 7 переводчиков. Двигаясь с запада, скажем, от Крыма или от Карпат до востока, до Алтая, до Алато, надо иметь 7 переводчиков. Значит, там проживали в это время вот разные племена и разноязычные. Не исключительно иранские. То, что если они были бы иранские, сакские, тогда мы можем задаться вопрос, как это на этой огромной территории Сибири, где есть горы, почему ни одного иранского племени не сохранилось. Это было преувеличение в сторону иранцев. Вот. Это неверно. Я против иранцев ничего не имею, но иранцам иранское, нам наше. Вот так мы должны, никого не обижая, и в то же время, чтобы нас не унижали. Вы говорите о том, что, возможно, кыргызы и хунну были родственными народами, и, соответственно, если говорить про Атилу, такой сейчас большой дискурс вокруг Атилы идет, а имеет ли он какую-то связь с древними кыргызами? Сейчас скажу. Подтверждением того, что хунну и кыргызы, жившие на Алтае, то есть Южной Сибири, чтобы было понятнее, Южной Сибири, под Алтаем, когда я говорю, я имею в виду огромную территорию, как я сказал. В том числе вся Южная Сибирь, это был Алтаем тогда. Это сейчас Алтай сузили до уровня Алтайского края, республика Алтай. Это неверно. Когда в войне с хунну плен попал ханьский, китайский генерал Ли Лин, хунны его отправили на север, кыргызам, наместникам. Как они могли бы отправить кыргызам, тем более пленного китайского генерала? Значит, хунны знали, что они кыргызами родственники, и они его отправили наместникам. Вот, наместникам от себя. И Лилин там остался, там дворец есть, это все хакасская история, история Южной Сибири, это все описано. Вот это факт, что они имели друг с другом тесные связи. Ну, расстояния, конечно, были большие, но это им не мешало общаться друг с другом. То же самое, как нам, для кочевых народов, между Алтаем и Алато, это небольшая разница. Вот эта территория, особенно сейчас. А если мы возвратимся уже оттуда, возвратимся в V век,
ко временам Аттилы, которого звали Идль, оттуда и название Волги. Вот Идль они уже, когда они шли, вот основная разбитых хуннов, армия прошла из внутренней Верхней Азии, которая вот сейчас является там Монголия, они прошли через Джунгарские ворота и вышли в степи к северу от Алтая, где они встретили угров. Угры – это предки мадьяр, предки венгров. Там они нашли предков этих башкир. Башкиры тоже древний народ. Вот. Они с ними, когда народ двигается, они же с собой тоже ведут. И таким образом они оказались на территории Паннонии. Это нынешняя Венгрия. Паннония была римской провинцией. Дальше их уже кочевников территории Европы не интересовало. Там степей нет. Негде разводить коней, негде разводить овец. Поэтому венгров долгое время хунны и последующих потомки тюрков считали своими. И не хотели их отпускать в католический мир. Вот то время. И в то время тоже Аттила знал это все. У него в это время вот на территории Паннонии, нынешней Венгрии, большинство населения были славяне. Вот эти словаки, чехи будущие, их тогда еще не было, они были славяне. Основное население хуннов было вот словак. И они оплакивали его, когда Аттила умер. И они его похоронили там, положив там в тройной этот саркофаг, и на дне отвели реку, знаете эту историю. Что важно знать, после него осталось двое сыновей. У одного они, естественно, античные авторы, греки или римляне, писали с ошибками. Мундузак. Мундзук написали. Мне понятно, что это был Мундузак. Мундус. А второй, они тоже пишут Ирнак. Тоже, а Ирнак уже 17 век. Ярнак у нас. Вот его мы зовем не Деренек. Это не корова хахана называть там князя. Это Ярнак, от слова Ярн у нас плечо означает. А у него был, как они помнят, было два Ярнаха, а у него был большой этот Мен, родинка. Вот оттуда его прозвали Ярнах. По косвенным признакам, особенно по наименованиям, мы можем проследить такую некую связь. Получается, на Аттилу, который является главным героем Венгрии, венгерского народа, в теории наши тюркские народы могут говорить как о неком дальнем родственнике, который вышел из хунов. Естественно, мы не знаем восточные границы империи Аттилы. Мы не знаем, потому что знаем только границы, которые обозначены римлянами Первого Рима и Второго Рима, Византии. Мы знаем те западные границы. Я думаю, что на самом деле империя Аттилы не заканчивалась на Волге. И она шла скорее до Иртыша и до Лато. Вот это огромная была империя, потому что когда Аттила умер, название исчезло. Но название исчезло, народ меняет название иногда. Вот представьте себе, какой-то хан попал в Дагестан и там стал над этими горцами, и они себя, сейчас мы называем аварцы, но они аварцы себя аварцами не называют. Они себя называют Марулал, но почему название аварца там сохранено? Значит, там был хан, вплоть до времен Шамиля. Шамиль этих двух маленьких ханских сыновей же бросил, потому что война шла тогда. Вот до сюда, оказывается, с тех пор она все время сохранялась. И я думаю, что потомки татар, например, мишары, это прямые потомки тех мадьяр тюркоязычных, причем венгры честнее, чем кто-либо. Я разговаривал в 1989 году с венгерскими учеными, они тогда говорили, что когда угры пересекли Карпаты, вот уже позже, после уже Аттилы, они в IX веке пересекали, говорит, пришло на территорию нынешней Венгрии 9 племен. Они говорили, 3 племени было тюркоязычных, а 6 угроязычных. То есть потом они поменяли. Говорят, наоборот, 6 племен было тюркоязычных, только 3, говорят, наши были угроязычные. Видите, какие они более порядочные. А другие бы народы сказали бы, что они все были там и тюркоязычные. Они честно признают это, понимают. Вот в этом отношении, естественно, нам все эти ошибки нужно сейчас можно все корректив сделать, потому что знаний стало больше за последние 300 лет.
Друзья, Иссык-Куль – одно из самых лучших мест для отдыха и жизни. Недаром с самых древних времен самые разные страны и цивилизации делали свои столицы в этих прекрасных краях. Партнером данного выпуска являются наши друзья из Аккеме Иссык-Куль Резорт, которые создают уникальный проект на берегу нашего любимого озера. Данный проект вдохновлен философией Чингиза Айтматова, его произведением «Белый пароход». Архитектура резорта повторяет движение волн и подводные рифы, открывая панорамные виды и наполняя пространство светом. Вся территория центра отдыха и жилья управляется по международным стандартам гостеприимства, от сервиса и клининга до ландшафтного ухода и консьерж-сопровождения. На территории будет открыт Мовенпик Иссык-Куль Резорт и Спа, 5-звездочный отель с комфортом, приватностью, сервисом и гастрономией мирового класса. Инфраструктура включает в себя спа, фитнес, рестораны, детские спортивные зоны, предполагая круглогодичный отдых. Подробную информацию вы можете узнать на странице проекта в описании под видео. Выражаю благодарность компании Аккеме Иссык-Куль Резорт за поддержку культурного наследия Кыргызстана. Продолжаем смотреть выпуск. У нас в школе и тема Великого Кыргызского Каганата является одной из главных связей с сегодняшним Алтаем. Да. И мы говорим о нем в термине Бартольда, который говорил о Великом Кыргызском Каганате, такой самодержавие, великодержавие, да, кыргызское. Да. Насколько мы можем действительно говорить об этом образовании, как о великой державе? Насколько была это большая и действительно важная территория? Бартольд абсолютно правильно пишет. Я Бартольда очень ценю, великий востоковед. Бартольда, конечно, читать очень трудно, потому что он был настоящий академический ученый, там столько дат, столько цифр, столько имен. Но, тем не менее, кыргызам очень повезло, и туркменам повезло, что Бартольд о них написал. Вот. Бартольд, Абрамзон, вот много было таких крупных ученых, которые хорошо написали, потому что если бы в более позднее время, они уже там было бы политиканство советского времени, а они объективно писали по тем знаниям, которые они имели в то время. Ученым взглядом. Да, и они не преувеличивали, наоборот, даже, может быть, преуменьшали. Что когда был там Каганат, понятно, что Каганаты были первые, вторые тюркские Каганаты от Хингана на востоке, вплоть до Дуная на западе. И я думаю, что великий Кыргызский Каганат, он не ограничивался территорией вот нынешнего Алтая. Он имел и туда связь, и сюда связь, вплоть до провинции Шандунь. Вот. И Тибета. Да, и до Тибета, кстати, с Тибетом у кыргызов древних были тоже очень хорошие дипломатические отношения. И даже когда вот до того второй тюркский Каганат погиб, оставшееся на Алтае восточное крыло этих тюрков, но Туйлёсы, раз они же у вас и только у нас, кыргызов, алтайцев Туйлёсы сохранили, это тоже подтверждение. Туйлёсы еще Тибет отправляли посольство до 9-10 века. Потом прекратили, видимо, стало им трудно уже туда. Там, может, враги между ними были. Потом, может быть, они ослабели чисто, так сказать, материально и так далее. Вот. Что стало причиной? Что стало, благодаря чему кыргызы смогли образовать такое большое государство? Ну, потому что традиция шла, и преемственность. И у нас же история не прерывалась. Вот в Китае правильная история. Они свою историю не делят на какие-то там периоды, отказываясь, пытаясь. Это же не веревка, чтобы обрезать. История непрерывная. В Китае много раз, я бы даже сказал, завоевывался северными народами, то есть нами. Там, и это не важно для Китая. Были это маньчжуры, уйгуры, кыргызы, тюрки. Они просто по-разному назывались. Для них это часть истории Китая. То же самое так мы должны рассматривать и свою историю, не делить это. И с этой точки зрения я, как сегодняшний россиянин, как гражданин СССР, считаю, вот СССР, она тоже была правопреемницей всех этих государств. Просто история СССР подавалась с коммунистической точки зрения, или история России подавалась с точки зрения норманнов, нормандской и германской теории. Они вот так смотрели. Они не все понимали. И для меня сегодняшняя Российская Федерация это есть правопреемник, правопреемница
и наследница вот этих древних империй, Великой Монгольской империи. Я был поражен, когда на первом курсе прочитал историю дипломатии российской, советской. И там абсолютно по-другому подавалось, объективно подавалось. Я тогда понял, что русская армия, оказывается, она наследница непобедимой Монгольской империи, армии. А Монгольская империя, она тоже не на пустом месте возникла, она была наследницей кыргызских, уйгурских и так далее. Вот так, если мы так будем смотреть, мы будем понимать непрерывную историю развития нашей территории, огромной территории. Расскажите, пожалуйста, о традициях, которые сегодня живут в алтайском кыргызском народе, которые являются прямым таким интересным подтверждением нашей связи. Хорошо. В советский период, конечно, в жизни всех наших народов, не только алтайского, кыргызского этносов, но и всех народов много произошло изменений. Я, находясь вот в Кыргызстане в феврале-марте, потом второй раз уже с мая по июнь, к большому счастью, нашел на улице Абрамзона. Абрамзон был мне очень нужен, потому что я Абрамзона очень давно, еще студентом читал. Абрамзон очень правильно сопоставил, потому что Бартольд его не касался, он как раз говорил, что основные 7 родов, основные центральные роды алтайцев и кыргызов одни и те же. Вот ядро одинаковое. Потом уже к этим же родам присоединяются другие, век за веком, эпоха за эпохой. Это раз. Во-вторых, Абрамзон там тоже показывал, что у нас в этнографии очень много похожего. И не только вы у нас ищете, но и я ищу то, что вот у нас потерялось в кыргызском. Я обновил, почитал еще не до конца. Абрамзон сделал великое дело. Вот он пишет о кыргызах до военных времен. После войны очень сильные изменения произошли в нашем быту, культуре и так далее. Вот он пишет, я смотрю, он абсолютно одинаковые были свадебные обычаи, культурные, не говоря уже о языке, с кыргызами. Вот это он, это все это заметил, не знаю почему. Кыргызский ученый или кыргызский политик Абрамзона, тем более он был уроженец Кыргызстана, недооценили. Это надо заново вам Абрамзона прочитать с карандашом в руках. И мы должны читать это. И мы найдем то, что мы забыли. У вас находим то, что вы забыли у нас, потому что мы как бы дети одного народа. То, что у твоего брата сохранилось, это тебе тоже можно принадлежит. Но у нас есть нехорошие народы, точнее не народы, а представители, которые пытаются все себе присваивать, воровать. Вот так нельзя говорить. Надо говорить, это наше общее наследие. И так далее, понимаете? Вот Туйлёсы, да? Мы же понимаем Туйлёсы. Мундусы где остались? Только у алтайцев и у кыргызов. Найманы где? Только у нас и у вас. Но найманы есть и среди казахов, среди каракалпаков, узбеков, да. Но найманы были народ. Причем в значительной степени Монгольская империя переняла традиции найманского улуса. У наймана уже была письменность. Вот та самая письменность. Поэтому, когда говорят найманский улус, надо понимать, что это кыргызский улус. Потому что когда Чингисхан отправляет после победы над найманами кыргызам сына покорить, слово покорить, мы думаем, это там воевать и так далее. Они просто признавали власть, сказали, признаете центральную власть? Признаем. Все, никто никого не трогает. Кыргызские князья, кыргызские ханы пришли спокойно. Они входили в найман, это по-монгольски Сегис, 8племенный народ, так же и кидане. Оттуда мы делаем вывод, что это были мы. Опять же, там ничего особых изменений не было. Поэтому, когда мы говорим о найманском улусе, я в голове понимаю, что речь идет о кыргызском улусе. В том числе, там 8 племен было, естественно, там разные тоже входили в этот состав. И когда мы говорим о кыргызском каганате, мы должны понимать, что туда тоже входили. Вот так. Мы же, как и сейчас, многонациональные, многоплеменные народы. Да. Вот это, когда вот так будем понимать, нам все становится ясно. Отлично. Какие племена самые яркие, оставшиеся среди алтайцев и кыргызов, имеется в виду на данный момент? Вы назвали Мундус, Дөөлөс. Да, Мундус, Дөөлөс, Найман, Кыпчак, кого еще? Дүрдөш.
Вот, Дурдош среди Китаев в Таласе сохранились. А у нас это большое. В Туйлёсе это Солгол были, Дурдоши западное крыло было. Вот от них вот второй Каганат произошел. А племя Бугу, которое по легенде из Алтая вышло? Да, Бугу тоже, Бугу, потому что у нас почему-то слово, я удивляюсь, у нас есть Аршан, целебный источник, он называется Бугусун, как бы по-монгольски, то есть даже не по-монгольски, а по-дырбетски, по-иродски. Усун это означает су, моральная река означает. Но это слово в алтайском языке заменило словом морал, словом ан, потому что муйгах это самка, сыгын это самец. Вот таким образом тоже из-за этого мы не понимаем, потому что Бугу, само собой, имели конкретные связи и багыши, потому что здесь вот багыши и Бугу не ходят вместе у нас. Бугу живут в горах, а багыши они ходят вдоль рек. Вот в Алтайском крае много багышей. Интересно. Вот этот дискурс о единой общности, связанный с кыргызским народом, на данном этапе в каком состоянии находится? Ну, сейчас, я говорю, есть силы, которые сопротивляются этому. И специально вот внушают молодежи, населению и так далее. Вот. И всем разные как бы дают. Да, по-разному. Пытаются нам, чтобы мы не чувствовали свою... Но у нас же общий знаменатель. У тувинцев, у хакасов, у всех нас, сибирских тюрков, и алтайских, на юго Сибири. Я алтайским я называю не только Республика Алтай. У нас общий знаменатель. Это кыргызский знаменатель. Кыргызский тюркский знаменатель. От этого никуда не уйдешь. Это было понятно первым немецким ученым, шведским ученым еще в 17 веке, 18 веке, 19 веке. Вот. Просто вот это надо, эти знания как бы современным нашим ученым, политикам укреплять надо, развивать. А ты правда, что Алтай, как вы раньше сказали, что нету до сих пор дорог, и была раньше дорога, которая соединяла Алтай с, как я понимаю, с другими краями. Их насильно, специально их уничтожили, эти дороги, которые... Было понятие, вот из Минускинской долины, с течения Среднего Енисея, с Минусинского котловины, сейчас это Красноярский край и Хакасия, дорога шла по восточной части Алтайских гор, вот от Улангома, где был центр Великого Кыргызского Каганата, вот дорога, которая шла по восточной части Алтая, выходила на нынешний Синьцзян, на восточные отроги Алато, которые в Китае находятся. Прямая дорога, она называлась Великая Кыргызская дорога. Вот по этой дороге переселялись кыргызы. Я раньше думал через Казахстан. Казахстана же не существовало, это с 1936 года Казахстан, там другие были границы. Вот. А вот западная часть, когда уже 17 века, когда русские появились в Сибири, в Томске, по западной части Джунгари шли из Кульджи, она называлась Великая Калмыцкая дорога. Вот, по Алтаю. Вот. Это исторически так складывалось. Интересно, Великая Кыргызская дорога, звучит очень интересно. Именно Великая Кыргызская дорога. И проедешь по нему, там топонимика осталась кыргызская. Где-то она переведена на монгольский язык. Вот Потанин в 1879 году первое путешествие свое совершил от Бийска до Иркутска, через нынешнюю северо-западную Монголию. У него и книга 4-томника. Обязательно рекомендую это прочитать. Это целая энциклопедия. 2 тома этнографические, исторические, а 2 тома чисто там геологические, географические. И вот он говорит, что когда они побывали там, где была столица древнего кыргызского каганата, монголы указывали на курганы и говорили, это киргизские могилы. Другой народ присвоил бы, стал бы говорить, это наши могилы, нахально. А они, видите, они честно говорят, что это кыргызские могилы, не монгольские. И озеро, говорят, это кыргызское озеро. Хотя прошло там 1000 лет, а монголы вот не пытаются фальсифицировать. Они вот это русским ученым это так и говорили. Вот, видите как? А это записано. Потанин тоже это все записывал, как слышал. Удивительно. Да. Вау. Поэтому там можно производить археологические раскопки и от древнего
кыргызского каганата, от столичного периода кыргызов, можно же очень много найти сейчас. И это надо кыргызским и монгольским ученым совместно работать, тем более между Монголией и Кыргызстаном, насколько я знаю, хорошие отношения. По-моему, даже ученые какие-то шаги в этом направлении делают, то, что мы говорим, они тоже слышат. Скажите, пожалуйста, Барсбек, как один из главных героев и первых таких национальных героев Кыргызстана, проживал на территории Алтая. Что об этой личности вы можете сказать? Ну, Барсбек был зятем алтайских тюрков, второго тюркского каганата. Он уже в 8 веке. Это не главный. До этого были такие же Барсбеки, другие древние кыргызские периоды. Но запомнилось, потому что это в этих эпитафиях сохранился Барсбек. Но это опять ученые неправильно трактуют, что там тюрки пошли, там завоевали это кыргызов, там это я все это наизусть знаю. Во-первых, надо помнить, что у нас, европейским ученым, это не совсем понятно, потому что они же родственные отношения наших народов, племенные, личные, семейные, они недопонимают. Кто был Барсбек по отношению к Бельга Кагану, Тоньюкуку? Их зять, их родной зять. А что такое зять у нас, Куевала? Куевала, они за него выдали родную любимую сестру. Если он был бы враг, с какой бы стати они свою сестру стали бы отдавать врагу? Тем более поднять его на свой уровень. Тем более они же, это же каганы были. Понимаешь? Значит, он в чем-то провинился, Барсбек. Возможно. Это что же семейные бывают дела? Может, он решил, второй тохол взял, обидел их сестру. Такое все, вот это вызывало у них военные столкновения, но это не навсегда. Вот. Поэтому нельзя уделять, что это кыргызы и тюрки воевали между собой. Это семейное было, так сказать. А имена каких еще кыргызских правителей помнит Алтай? Они в наших сказаниях под разными именами. Вот. У нас был эпос Манас, он исчез, потому что вот Радлов и другие ученые поздно приехали. Я очень сожалею, потому что когда он уже приехал, у нас уже, видимо, сказителей эпоса Манас, у нас имя Манаш сохранилось. Манас. У вас все сведено к одному Манасу. Там, естественно, в древние времена разные сказания были, но они сведены к образу Манаса. Я так считаю, что в разные исторические периоды, эпохи у кыргыза был не один Манас. До нашей эры был Манас свой, причем пишут Ажо. Я думаю, что это у нас это не Ажо, у нас Адя, это батюшка, отец. Вот. Так, видимо, они называли своего вождя, своего хана. И это осталось в наших сказаниях. Наших, когда я говорю наших, это, естественно, и хакасских, и шорских, общие. Вот эти имена богатырей остались. Но за то, что много времени прошло, они превратились в сказочных героев. На самом деле это имена тех ханов, тех старейшин, князей, которые были. Почему вот это доказательство, что у нас имя Манаш было? И когда уже в 30-е годы записывали эпос Алпамыш, а Алпамыш, он распространен более всего у узбеков, там, у каракалпаков, у казахов Алпамыс, даже у агузов там Алпмамыс. Вот они, Алпмамыш, вдруг изменяет там наш писатель Кучияк и сказитель, откуда он, наш Улагаш, мог знать про Манаша. Он же неграмотный, он никуда не ездил, он слепой был. Но имя Манаш у него где-то было уже в подсознании, значит, был эпос. Они его изменили, то есть вместо Алпамыша сделали Алпманаш. Но Алпманаш — это сюжет, который восходит к Алпамышу. А вот сам Мана у нас исчез. Потому что носители умерли, вовремя не записали. Вот это такой истории тоже бывает. К сожалению, только огорчаться надо. А если говорить про веру в великого Тенгри, который объединял все тюркские кочевые народы, сегодня Кыргызстан в большей степени находится под влиянием ислама. Здесь, на территории Алтая, это некая смесь буддизма с тенгрианством. Вот в этом вопросе
как ситуация обстоит и что вы думаете, насколько этот элемент играет важную роль в становлении? Ну, я думаю, что это сейчас идет это течение у кыргызов, исламизация, но это пока поверхностное идет движение. Все равно основное в любом народе, основная народная вера остается. Если взять советский период, была партийная вера, религия. То есть религия была партийной. Да. Вот, все равно народ не теряет. И вот почему я еще раз хочу оценить Абрамзона. Вот Абрамзон вовремя записал это все. Когда у кыргызов еще не было ни партийного вот давления, изменения советского периода, ни религиозного, вот он успел записать. Поэтому через это мы можем снова все восстанавливать, сравнивать с алтайским, и вы увидите, что не то, что там на 80, на 95% все одинаково, абсолютно. А что касается буддизма, это буддийское учение, это не религия. Философия, да, такая? Философия, да, оно осветляет, просто там она уже философией наполняет, индийской. В самой Индии же буддизм исчез. Да. Буддизм был для Индии революционным учением, что в Индии до сих пор же деление на эти касты, это беда для Индии. Да, конечно. А он провозгласил равенство не только людей между собой, всех живых существ. Президент Атамбаев был инициатором проведения форума «Алтайская цивилизация», где вы принимали участие, были одним из важных ее участников. Скажите, пожалуйста, насколько важным для наших стран была эта инициатива и в чем была ее основная польза, и как вы используете данную площадку для донесения своих мыслей? Президент Атамбаев провел не только форум по алтайской цивилизации, он и перед этим провел несколько важнейших мероприятий, которые касаются не только от Республики Алтай и Кыргызстана, он это делал на международном российско-кыргызстанском уровне, контексте. А то, что мы родственник, это только в квадрате укрепляет. Но дело вот в чем. В отличие от советского времени, принимаются на уровне руководителей государств прекрасные решения. Но внизу это не исполняется. Или забывает, или нет указаний и так далее. Вот все не движется дело после этого. Поэтому я вот это испытываю тоже некоторые чувства горечи, что сколько вот мы уже 14 лет там, мы первый совершили поездку в Таласскую область. Почему? Потому что уже тогда было принято решение на кыргызстанско-российском уровне о том, что 7 областей Кыргызстана будут иметь побратимские связи с 7 регионами Сибири, Сибирского федерального округа. И это очень правильно, потому что, в отличие от советского времени, Кыргызстан восстанавливал связи, кыргызы восстанавливали связи с Россией, с Сибирью, со своей древней родиной, через Сибирь, не через Урал, не через Ростов. И все, что необходимо для развития Кыргызстана, что нужно брать, все здесь есть. Но беда в том, что не происходит этого продолжения. Однажды я приехал в Ош, мне с обидой говорят: а почему вы только дружите с Таласской областью? Я говорю: потому что таласцы проявили, им было указание дано иметь связь с Республикой Алтай. А вам еще больше дали с Алтайским краем. В Алтайском крае несколько университетов. Почему не отправляете ошских ребят туда учиться? У нас только один университет. И то вот мы выучили через наш университет уже более 500, если не ошибаюсь, за это время кыргызских студентов. А мы от себя туда, Кыргызстана договор был, и у меня был план такой, чтобы наших студентов туда, Кыргызстан, отправлять, наших аспирантов, наших стажеров, кыргызстанские университеты. Нету, ни одного не отправили. Это же никуда не годится. А как вы относитесь к современным историкам, которые, с одной стороны, могут преувеличивать какие-то вещи, а с другой стороны, недостаточно уделять внимание, да, действительно важным вещам? Ведь молодое поколение воспринимает информацию привычными способами, зачастую это социальные сети, видеоформат, а как бы та гвардия, которая занимается серьезно этой наукой, она не выходит в это поле, и вот такой вакуум создается. Вот что нам с этим делать? Каким образом, вы считаете, мы можем сделать эту науку более доступной, ну, условно, для молодежи?
Современные технические средства, наоборот, позволяют эту работу углубить, усилить, облегчить, чем раньше. Чем раньше. Ну, просто люди перестали читать, но это мировое явление. Интернет не дает образования, интернет дает информацию. Это разные вещи. Читать надо книги. Кто вот в Кыргызстане, я вижу, ученые даже не читают Бартольта, Абрамзона, вот не знают. Вот откуда надо начитать. Потом появляются псевдоученые, которые всякие ахинеи пишут. И вот и этим самым дурят. Тоже это надо разбираться. Кто есть кто настоящий ученый, а кто нет. Вот таким образом все можно восстановить. Если правильно давать эти знания, того же Бартольда я видел, обрадовался, что Бартольд, эти все ученые, книги переведены вот в эти годы на кыргызский язык. Это уже, они же могут читать, но не читают. И тогда их надо побуждать читать. И наших надо побуждать читать. Побольше надо ездить. А если какой-нибудь кыргыз захочет сейчас приехать сюда, Да. в Алтай, какие места вы считаете ему важны для посещения? Все места. Все места. Ну какие? Перечислим основные, потому что у нас вообще не знают многие. Мне трудно объяснять. Республика Алтай, 10 районов, и они, каждый район Уникальный, да? уникальный. Поэтому мне говорит, вот этот район надо посещать, а этот нет, я не могу. Они уникальные. В Алтайском крае точно так же полным-полно. Причем в Алтайском крае очень много мест, которые пустуют. Вот. Тоже надо ездить туда, тоже никто не работает. Они, сегодня же вот один говорил, там уже людей нету. Потому что там идет, вот депопуляция идет, особенно в сельской местности. Многие хотели бы приехать, и кыргызам, вот сейчас вот, конечно, антимигрантская эта кампания началась, тоже искусственно подброшенная, чтобы поссорить государство, народы Средней Азии с Россией. Это специально делается, извини, мы должны быть умнее наших врагов. Конечно, к кыргызам отношение России, я вижу, и раньше было хорошее, нормальное, вот, особенно среди русского населения, кыргызов уважают, в отличие, ну, скажем, чем к таджикам, чем к узбекам, так, чем к кавказцам. Кыргызы потом везде быстро адаптируются, они себя не, так сказать, не выставляют, не противопоставляют себя. Вот это сила кыргызского народа, кыргызского духа. Я об этом тоже вот говорил в марте-апреле там в сетях. Поэтому вот эта работа, она бесконечная. В этом отношении, несмотря на все трудности, несмотря на все препятствия, мы должны эти препятствия преодолевать. Мы должны обходить это все, вот эту трудность. Вы как человек, который как бы, когда едете из Горно-Алтайска в Бишкек, вы по-любому из дома домой, да, по сути, едете? Конечно. Вот вы со стороны наблюдая, какие характеристики кыргызского народа вы считаете важными для осознания, и вот, которые необходимо культивировать, сохранять и осознавать эти черты? Ну, если говорить просто вот на узком уровне алтайцев и кыргызов, наступило время нам взаимно друг у друга учиться, друг у друга перенимать. Потом я считаю, что вот сейчас я смотрю с точки зрения Москвы, вот наиболее свои качества, особенно вот моральные, этические, хорошие традиции сохраняют кыргызы в чужих условиях, в отличие от других ваших соседей. Кыргызы не теряют друг друга. Кыргызы, ну, это бесконечно я могу говорить об этом. Давайте поговорим об этом. Поэтому кыргызы, самое главное, не потеряли свои хорошие качества. Наоборот, находясь на чужбине, они даже укрепляют эти вот связи. Вот меня удивило, я прилетел вот 10 июня, мне звонят, меня встречают кыргызы, которых я не знал, но они уже меня слушали там, пригласили подлечиться там, они знают, что я лечился там. Вот, пожалуйста. Я не знал, что в Москве есть кыргызские клиники, кыргызские магазины есть, и потом интересовался, есть ли азербайджанские магазины или узбекские. Рестораны есть, а вот чтобы человек пришел, азербайджанец пришел бы, хотел бы купить, так сказать, продуктовые товары, такого нет, зато ресторанов много у них.
Узбекского тоже нет. Я буквально перед отъездом тоже интересовался. Есть ли в Москве узбекский магазин, где я хотел бы купить там узбекский лаваш или узбекские продукты? Ну, мне не могли ответить. Узбеки не могли ответить. Хотя их, там, я говорю, у них полно ресторанов. А кыргызских сразу, и причем кыргызы знают, сразу скажут, вон там, возле белорусского вокзала есть такой магазин, который вам доставит даже, вот с доставкой. Вот вы можете заказать, не надо туда ездить, вам привезут. И я знаю, что они привезут. И так далее. Ну, и поэтому кыргызы свои очень хорошие качества. Я даже восхищаюсь, удивляюсь и считаю, что не только алтайцам, нам и другим народам надо учиться у кыргызов вот сохранению своих традиций. А это мне тоже понятно, потому что если кыргызы были бы слабыми, они бы вот 1000-2000 лет так бы не смогли пройти. Вот потому что они уцелели, у них вот генетически вот эти качества находятся в их душах, у них. Это не зависит от их уровня образования и так далее. Они как люди все сохраняют. Поэтому это никуда не выбьешь, потому что интеллект – это врожденное качество, это не дается знаниям. Вот. Поэтому вот в кыргызах вот это есть. Друзья, я являюсь основателем бренда «Курчак», целью которого является возрождение древних кыргызских ремесел и продвижение кыргызского национального стиля. В мае этого года мы открыли свой первый шоурум. Он находится в здании Дома художника, точнее во дворе Дома художника на пересечении улиц Чуй и бульвара Иркиндык. Мы очень рады, что смогли это сделать. Весь интерьер, весь стиль вдохновлен нашим наследием. Эту красоту мы реализовали вместе с нашими друзьями из компании Elements Group. Это ремонтно-отделочная компания, работает с 2018 года и реализовала более 100 крупных проектов, начиная от хорики, заканчивая общественными и государственными объектами. Я очень доволен результатами работы. Мне понравился финальный результат, и я хотел бы порекомендовать всем людям, которые планируют сделать ремонт или начинают строительство чего-либо, обратиться к этой компании. Все контакты я оставляю в описании под этим видео. Хочу передать большой пламенный салам Телеку, основателю этой компании, с кем мы плотно работали, полгода работы над нашим проектом. Elements Group, Чон Рахмат, мой рекомендацион, а мы продолжаем смотреть дальше. А когда вы приезжаете в Бишкек, как вы себя ощущаете? Как вы чувствуете себя? Когда меня однажды спросили, как вы себя чувствуете, я говорю, я в Кыргызстане был месяц. Как, вам там не надоело на чужбине? Я говорю, какая чужбина? Кыргызстан. Кыргызстан, говорю, для меня такая же родина. Во-первых, я всю Россию, я родился гражданином СССР. Для меня вся 1/6 часть света – это моя родина. Но Кыргызстан для меня вдвойне, втройне родина. Я говорю, я с утра до вечера Бишкека или в любом другом городе Бишкека, я с утра до вечера вижу родные алтайские лица, которые ничем от нас не отличаются, больше, чем у нас горно-алтайские. С утра до вечера я там слышу родной алтайский язык для меня, близкий. Там небольшая разница, я уже говорил, 15-10%. Все понятно. Мне даже бывает, говорю, скучно, если я там не увижу сзади ни одного русского лица. В Бишкеке, говорю, скучно. Мы же живем в Сибири, вместе с русскими, мы привыкли к русским лицам. Потом я слышал много раз от простых кыргызов, я мимо них прохожу, где женщины сидят. Кыргызы очень хорошо к русским относятся. Причем их же никто не агитирует любить. Вот, это тоже насильно нельзя внушить. Вот поэтому для меня Кыргызстан это все равно, что, ну я не скажу, вторая родина, может. Ну, она родина для меня. Угу. Такая же родина, как и наш Алтай, наша Сибирь. И я считаю, что и для кыргызов Россия, и особенно Сибирь, алтайская часть Сибири, это их родина кыргызов, где они жили, я не могу сказать, не менее 2000 лет прожили, даже больше.
А вот сейчас, вот если брать Большой Алтай, то здесь находится несколько разных республик. И в Кыргызстане очень часто поднимается тема, вот Саха, вот мы родственники, вот с хакасами родственники. Вы можете, пожалуйста, вкратце нам рассказать, какое отношение имеют данные республики с кыргызским этносом? Ну, абсолютно. Мы же сегодня весь день говорили на эту тему. Помимо тех, кого мы упомянули, хакасов и Саха, например, Саха. Ну, Саха слишком далеко находится, они на севере. Я скажу, что вот Саха это Джака, это окраина. Они сами себя Саха Урянхай называют. Это ыс язык, у них впереди ыс, там, где у нас же, Джака. У них Джака, вот они как бы в переводе на русский язык окраинцы, украинцы наши. Но они постепенно ушли, так себя чувствовали, что они отходят на север. Вот. Они очень давно, якутский народ вышел, еще до тюрков они вышли из хунской общности. Постепенно они там с юга передвинулись до Байкала, с Байкала туда, на север пошли, но это я не буду пересказывать. И тувинцев вообще, вот это название Туба, это было одно из названий кыргызских, алтайских племен по реке Туба. Там было вот 300 лет назад, во времена Петра, когда вот договоренность была о переселении всех кыргызов оттуда, было Тубинское княжество, одно из 4 кыргызских княжеств называлось Тубинское княжество по-русски. Потому что там река есть, большая река, которая впадает с правой стороны. Сейчас это Минусинский район Красноярского края, а вот это Минусинская котловина, это Минусинский район, Хакасия только западная часть большой Минусинской котловины. Вот она туда впадает в 20 километрах ниже Абакана. И это, поскольку оно было, княжество было на реке Туба, они назывались тубинцами. Я даже считаю, вот это были самые непокорные из кыргызов, которые жили там с казаками, сопротивлялись казакам. И они, вот эта наиболее воинственная часть переселилась за хребет, который теперь известен как Саяны, по названию тувинцев. Вот они, причем они это название Туба исказили. Видимо, те коренные тувинцы, они переняли это название, сделали Тыва. Сразу видно, что Туба это в древних тюркских письменах, древних ханьских пишется Туба, Тоба. Вот Табгачи это Туба были. Вот а что такое Туба? Мы говорили, это и есть сейчас Кыргыза была. А они сделали Тыва. Понятно. Сейчас образованные тувинцы это понимают, что это звучит не совсем правильно, они пытаются исправить, но вот в свое время вот так сделали. Хакасы, известно, тоже это среднекитайское произношение имени Кыргыз. Хакас сделали. Не дали назваться напрямую кыргызами. Вот. А башкиры? Ну, башкиры, они тоже ушли раньше, с гуннами они ушли. Причем башкиры забыли, что язык тоже изменился. Я недавно выступал перед башкирами, им говорил, вы никакой не грязная голова, никакой не волк, там башкурт. Вы башкуры. В вашем языке, возможно, я говорю, не знаю, старину, вот в алтайском языке, не все алтайцы знают, кур означало племя. Башкур это означает авангардное племя, которое шло впереди. Вот. Это значит, они шли впереди гунского, вот это, когда они шли туда, еще пока не появились на территории. Вот. Башкиры с тех времен известны, они остались, среди них тоже есть кыргызы. Вот, и меня удивило, что среди Крыму очень много названий связано с кыргызами. Ого. Да, это уже удивился. Там один человек тоже, вот, татары богатые, и этот человек свою квартиру продал. Все, он подвиг совершил. Он все названия, которые после выселения крымских татар из Крыма, все было переименовано в советское время. Почти ни одного названия не осталось. Он все это восстановил обратно, 4-томник издал, я купил это. Мне я потом сказал, вы же татары не бедные, вы неужели не могли такому человеку купить квартиру? Он продал свою квартиру, он совершил подвиг. Чтобы топонимику сохранить, чтобы топонимы кыргызские. Да, топонимику, обратно восстановить всю историю. Потому что топонимика это же паспорт народа. По топонимике сразу можно узнать. Вот едешь по Алтайскому краю, видишь названия кыргызские,
Я сразу узнаю, они переведены на русский язык. Вчера река Белая. Понятно, что это было Ах. Вот, там очень много таких названий. Про Бугу тоже там есть, вот это все тоже. А что про Бугу там? Ну, про Бугу там переведено, это Ласиха, например, Багыш. Вот, Бугу, это все просто переведено, потому что тогдашние казаки, русские, они же двуязычными были, это мы тогда русский язык не знали, а они всегда, приходя, изучали язык местного населения, они прекрасно, потом через сибирских татар они знали наш язык. Поэтому они легко эти названия на свой язык перевели. Кое-что осталось, а кое-что не переведено. Вот едешь между Новосибирском и Томском, там все эти названия кыргызские остались. Вот. И в северной части Кемеровской области тоже много осталось. Вот. Я бывал в Западной Бурятии, которая была Усть-Ордынским округом, это в 70 километрах от Иркутска. Я так тоже, зная, я у бурят спрашиваю, как это переводится с вашего языка, зная. Они говорят, не знаем, как переводится. Я говорю, потому что они на тюркском, на кыргызском языке, а они забыли свой язык, перешли на монгольский, западно-монгольский, такой архаический монгольский язык у них. У западных бурят они забыли, они не могут переводить. А я с бурятами, то есть у нас тоже есть? Я как же, вы же соседствовали с ними веками. Почему оттуда северных кыргызов называли бурят? Это вот где-то там вот общность очень... Просто вовремя некоторые ученые опоздали родиться. Вот по этой топонимике, по этому можно было это все определить, было легче. Но сейчас знания накопились, зато можно это все восстановить. Вот. Я вас очень сильно благодарю, и я уверен, что мы с вами встретимся по возвращению в Кыргызстан. Я хотел бы, чтобы, пользуясь последними минутами, от себя, как Аксакал, как наш уважаемый кыргыз, алтайский представитель кыргызского народа, слова, пожелания нашим молодым зрителям, которые интересуются историей и своим собственным ДНК. Хорошо. Вот я про себя могу сказать, что я по материнской линии как раз восхожу этим древним кыргызам, которые стояли у истоков образования уйротского народа. У нас тоже неправильно думают, что уйроты были монголами, не ойраты. Ойрот это в переводе с монгольского означает родичи, тюрки, от слова ойро. Но Банзаров тогда не знал в первой половине 19 века, он пытался сделать их лесными народами, бурят и так далее, и придумал ойрат. Это огромная ошибка, они все монголоязычные ученые за это ухватились и хотят сказать, что ойраты были все были монголоязычные, и более того, взяли уйгурскую письменность, тоже назвали старомонгольской письменностью, что уйгуры вот этой великой письменности лишились, потому что у них перешли на ислам, они забыли. Также вот и кыргызы свою древнюю письменность, кто создал? Кыргызы эту письменность создали, тюркскую. Вот, это надо говорить, что это была наша письменность. Я помню, однажды был на большом форуме, двое ученых тоже выступали, один казахский ученый, другой уйгурский. Они начали говорить о смене алфавита, вот перейти с кириллицы, с русской на латиницу. Они сказали, а в чем разница-то? Что кириллица, что латиница, все равно это европейские алфавиты. Почему такие маленькие народы, как армяне, грузины, сохранили свои письменность? А если мы, великие тюрки, бьем себя в грудь, неужели мы не можем восстановить свою письменность? У нас вот 2-3 типа было письменности, придуманной нами самими. Это же совершенно легко. Давайте, говорит, если хотите, перейдем на эту письменность. Вы некоторые говорите на арабской письменности, но не все тюркские народы пользовались арабской письменностью, не все пользовались кириллицей. А что нас может обидеть? Вот наш общий знаменатель. Пожалуйста, это любая республика сегодня. И может Кыргызстан это сделать, Узбекистан, может Казахстан, Туркмения. А мы пользуемся вот. То есть молодежи надо учиться ценить себя. У нас все еще остаются комплексы неполноценности, которые нам внушались раньше другой наукой, другого времени и так далее. Сейчас, когда мы находимся на пути свободного развития, вот не теряя хорошее в прошлом, добавлять уже и новые знания. Вот этим должна заниматься наша молодежь. Сизге чон рахмат.
Айтқаныңыз келсін, жақсы қалыңыз, Құдай бұйырса көрішеміз. Көрішеміз. Чоң рахмат, алқыш болсын. Рахмат. Друзья, если вы хотите, чтобы выпусков было больше, чтобы мы продвигали кыргызскую культуру и историю, то вы можете разместить у нас рекламу, которая позволит делать эти выпуски чаще. Для размещения пишите нам на почту или в контакты под описанием видео. Чон рахмат.